Ребят, в избушке я нашел вот такую штучку. Вот смотрите, я лично не разобрался, что это такое. Вон такой крючок, такая ручка держит. Там гайка, смотрите, гайка. И вот смотрите, как крутится. Для чего вот это? Лично я не разобрался. Это в избе там лежит. Я сейчас обратно занесу. Я просто там темно, и я не стал снимать. Что за ерунда это такое? О, самоделка такая, вон. Для чего? Если хозяин смотрит, напишите мне, пожалуйста, что это такое. Я первый раз вижу. И у меня аккумулятор, последняя шкала осталась. Вот так. А пауэрбанк я не взял. Вот так, ребята. Я не понял, что это такое. Будем разбираться с помощью подписчиков. Самое главное, это собаки. Первым делом им дал. Хлеб покушают. И я тоже на улице разложился тут покушаю. Потому что, ну, там везде гадина с этими мышами. И, я не знаю, здесь на улице лучше. Столик такой хороший, и здесь я попью чай с колбасой. Как у Малышева там. Здорово жить. Уху! Не так хорошо. Сейчас я поел. Сейчас уже все убрал. Собак накормил, сам поел. Сейчас хоть легче будет тащить свой тяжелый рюкзак. Пустой тяжелый рюкзак. В задумках у меня было еще на ток сходить. Возле тока, может, там как-то глухари, может, там держаться. Но минимум час в одну сторону еще ходьбы. Я сегодня так уже стойко прошагал. Много гудят, а мне надо обратно еще возвратиться домой. Я здесь ночевать не буду. И фонарик я не взял. До темна нам надо обратно. Там еще один медведь. А это неспроста возле меня там крутился. Там чуть стороной пройдем, конечно. Но я знаю, что там зверь. И все, наверное. Избу показал охотничью. Вот такая охотничья изба. Эта изба, будем считать, что без хозяев. Такие хозяева, что есть, что нету. Пленка что-то наш, я не знаю. Здесь надо рубероид и доски по-новому колоть, пилить. Здесь ремонт нужен. Крыша сгниет и изба сгниет. Раз в год сюда приезжают, такой бардак после себя оставлять. Наши, Нившевские, это не с Нившеры мужики, это с другого села. И наши Нившевские то после себя всегда подметут и уберут. И дрова еще оставят на одну ночь. А тут бардак оставили. Ну, хозяева, это хозяева, ваше дело. Но у нас, у Нившевских, так не принято. Это свинство, после себя оставляют. Свинство. Кроме хозяев сюда никто посторонний не придет. Зимой только сюда приходят наши нившевские. Там охотятся и все. Вот так. Давно я осенью тут не был, и мне хотелось зайти сюда. Просто я чуть-чуть сегодня круг мне такой сделал. Я слишком много ходил западнее. Надо было сразу, если я сюда на избу пошел, и можно на ток сходить. Но другой раз, следующий раз. Я хотел еще на вторую избу, здесь километров, наверное, если километров 8, наверное, отсюда. Где-то хитрая изба, я что-то тоже никак не могу найти. Хотел еще там побродить, но там старые лесопунктовской вырубки, и уже переросло все. Тяжело. Нет, все. Я об этом сейчас всей год пока думать не буду. Будут еще походы, еще сходим. Не в этом году, значит в следующем году. Уже будет о чем думать, куда идти. Планов много, но все сразу моментально не могу, вот, скажем, я сделать, заснять. И пауэрбанк забыл, блин. Но не забыл, я и не захотел взять.
из-за веса. Шоколад, аккумулятор разряжается. Все, короче, сейчас я собираюсь и будем идти уже в сторону избы зигзагами, но здесь дорога не такая трудная. Сейчас, где мы ходили, здесь нормально, сейчас уже все, эти места я все знаю. Что за ручьем там, какие там места, там сосняк, или там дальше болото, и все это знаю. Все, отдохнули, спасибо тебе, изба. Дверь закрываю, чтобы не намело туда снег, и медведь, в общем, чтобы туда не зашел тоже. Всякое может быть, все, ничего не оставили. Да, ребят. Вот я здесь бураном разворачивался, фильм, ну, должны видеть там. Кто из подписчиков смотрит, по этой тропинке пойдем. Смотрите, какой огромный муравейник, 1,20 м, наверное, высота. И по какой-то причине муравьи вот этот дом оставили. Ширина где-то 2 метра, наверное, и 1,20 м высота. Здесь можно медведю так берлогу выкопать и там берлогу сделать, в общем. Огромный муравейник. Бесхозный. Ушли муравьи куда-то. Все, мы направляемся уже на избу. Будем строго идти на избу. Как-то, когда от избы все дальше, тебе вот как-то... А вот когда уже ты в сторону избы, и дорога быстрее проходит, и ну, все проходит, в общем. Елка. В прошлом году вот этот лощ тот бодался, и высохла елка. Какой шикарный лес, тайга. Ни одной птицы. Вообще не урожай в этом году как-то. Там болото тоже слева. Как бывает, там глухаря встретишь. Все вот тишина. Помет. Старый помет глухариный или кополухи. Ай да вон. Тулан не знаю где. Бродит где-то. Уйти такой яголевый пруток попался. Тоже пеньки, я не знаю почему. Вон тут как будто вырубали. Или пожар был. Может быть пожар, как я думаю. Из-за этого такие пеньки. Ну сколько идем, только в одном месте, а это там сработало, что-то нюхтило, и все. Ну и тут тоже хвостом виляет, пока тишина. Уже как-то вечереть начинает. Еще облачно стало, а на дожди начнутся уже вечером. Красивое место, поэтому я включил буквально на 30 секунд. Потому что берегу зарядка аккумулятора. Много не снимаю. Тулан иногда бывает тоже по ходу куда-то исчезает. Вот так. Красиво места, конечно, сегодня. По таким местам ходили. Ну да, толку мало. Толку вот мало. Так, чуть правее возьму. Дошел до просеки. Короче, пришли вон оттуда мы, с юга. И вон там перешли. И, короче, вон туда мы почесали. Короче, круг такой сделали, очень большой. А сейчас я обратно. Здесь я перейду, здесь переход хороший. Перейду и не по просеке пойду, а вот тут по ручью. Такой кружок сделаю до средней. Вот это квартальная просека. Потом до средней просеки пройду и по средней спущусь. А там уже буду ловить свои путики. Короче, еще километров, я не знаю, дофига вообще. И вот с избушки мы, на которые ходили,
ни одной дичи не видели, когда вот до сюда шли. В общем, сейчас там уже мы были, в принципе, я все понял, какой лес там. Лес прямо отличный, идеальный вариант для охоты. Ну, вот просто жаль, что в этом году дичи нету. Сейчас будем возвращаться. Сейчас перейдем сперва на этот ручей. И, ну, это тут не широко, место хорошее. Тут я на буране проскакиваю через это место. И вообще, ну, походу я поснимаю, сколько хватит аккумулятора. Тут вот, смотрите, топтались тоже тут кто. Но тут лощи, видимо. Дела рук вообще. Вон там уже берег хороший берег. Я вот здесь и наверное где-то обычно перехожу на буране. Такие повороты еще тут, ямы интересные. Но это сейчас более большая, а так-то она не такая большая, ручей летом высыхает. Но сейчас осенью они, конечно, пошире, поглубже, поинтереснее. Может и рыба тоже поднимается, ельцы. Хрен его знает. Всякое может быть. Возле ручья частенько можно встретить капканы. Вон он. На этот раз тоже капкан. Здесь тоже вон. У охотников. Тысячи капканов по всей тайге валяется. Охотник умирает, а капкан металл остается. Вот такие дела. Их много по этим путикам. У охотников. Тут первый раз прохожу, ребят. Тут порхалище у глухарей, у рябчиков. Кто успевает, тот и заходит в эту баню вообще. Ищут там камушки. Я первый раз здесь прохожу. В много местах. От и до я проходил, но тут первый раз. И ни у кого промысловые участки я не вижу. Ни зачесов, ничего нету. Никто здесь не охотится, видимо. Или раньше как-то охотились, перестали охотиться. Ну и ловушки, ничего не вижу тоже. Лес хороший. Сейчас чуть раньше, вот когда мы капканы видели, еще, наверное, где-то метров 200 дальше пошел. И 2 кополухи видел. Ну, собака даже не залаяла, а я услышал, как одна взлетела, а второй вон опять. Тоже кополуха. О, сквозь летят. Собаки за ней угнались. И в первом случае, короче, лес хороший, прям идеальный вон для боровой дичи. Красота. Где-то слышу, гогнул там, ну, как гуся кричит, кополуха. И собаки не реагируют, ищут внизу. А над ними кополуха там сидела и, короче, улетела. Вон даже они ищут. Ну, здесь должна быть, в принципе, дичь. И вот, как мы видели, сейчас взлетела одна кополуха. Интересное место, вообще идеальное место для охоты. Тут первый раз уже вот прохожу на будущее. Буду иметь в виду. Все я примечаю там для себя, где и как. Что, где, когда видел. Я уже ускорил шаг. Чтобы быстрее идти, со время поджимает. А так ноги уже устали. Если сяду, можно сказать, не встану. И не буду лишний раз останавливаться. Просто иду. Тупо иду. Ветер поднимается, гудит все. Ищут, пускай ищут, а глухарей почему-то нету. Это третья кополуха вообще выскочила. Вот так. Там какой-то низина. Монастырь, а туда не пойдем. Все, здесь по компасу буду идти. Райское место закончилось, ребята. Не знаю,
Там 300 метров, наверное, пошел, как последний раз включал камеру. Тут уже болотистое место. Хотел так, ну, вот здесь, возле этого болота, так идти, но идет, как-то тянется в сторону запада, а нам надо подожди, это в сторону восхода, а нам надо в сторону юго-запада идти. И, короче, ну, посмотрим сейчас на это место, глянем, насколько сыро так. Ну, так, тут плотный мох, пока терпимо идти. Все четко, ребят. Идем. И ветер южный, как я понял. Юг это дождь. Дождь идет. Надо бы, конечно, уже, чтоб север вышел и снежок, чтоб был. Интереснее посмотреть, где куница пробежит, где лиса, волк, чтоб видеть следы. Сейчас непонятно, где кто ходит. Одни какашки у медведя видим, и все. Их много. Значит, и где-то они тоже бродят. Включил навигатор. И сейчас показывает 4:37. 4 километра 380 метров. Напрямик, если по навигатору, вон в ту сторону. Вон в ту сторону, если идти. А я еще хочу кружок такой сделать. Ну, если без навигатора, километров 7-8 еще. Нет, пизжу. Километров 7 максимум. Больше я не смогу пойти. Я начинаю уставать. 7 километров это максимум, на что я готов еще. Потом начинаю уставать. Я себя уже чувствую. Вот так. Ну, все равно уже направление к избе. Потихоньку идем. Ну, дофига еще шагать. Сырое место еще, блин. Ну, терпимо можно еще идти. Впереди очередное болото. Чистое, ровное такое. Тоже не такое маленькое. Я обхожу это болото. Не хочу туда уже лезть. Я иду по навигатору. Сейчас уже буду ловить просеку. Просеку запад, восход. И спуститься по этой просеке до нашей тропинки. Вот такой кружочек получается. Кружочек хорошечный. Бурелом такой. Ну как это не заснять? Вон, смотрите, корни такие у деревьев. Она повалила как-то ветром 100 лет назад. Это корни, о, следы. Копытные какие-то ходили тут. Не буду гадать, там олень или лось, фиг знает. Мне главное показать вот этот. О, как корни торчат из-под земли. Сколько лет им, что вот было в то время, как повалило от чего. Вон какой здоровый корень. Значит, по корню и деревья. А здесь не такие рослые, в принципе. А ветер вот все. А собака Тулан, не знаю, опять запропастился куда-то. Ну, мы обошли это болото. Вон там уже сзади. Короче, а тут, наверное, думаю, ягодь будет снова. Легче будет идти. Ладно. Придет он, блин. Бывает там теряю. Из виду потеряю. И через какое-то время он находит меня. Не надо ждать, искать, звать. Сам приходит. А вон он. Вон он бежит. Ребенок наш. А, Тулан. Скачет. Очередная медвежья. Я не знаю, как сказать. В общем, смотрите, какая картина. Что он тут делал, не понимаю. О. Зачем вас так делать? Мох. Везде перерыто все. Или кормился тут весной, наверное. Весной это дело было. Потому что там свежего говна ничего такого нету.
Но все перепахал он тут. Все перепахал. Личинки, может, какие-то ищет. Да, не свежий. Даже близко тут говна у него нету. Тоже кость. Ничего себе. Вот это да. Похоже на то место, ребята. Вот смотрите, какой кость. Это зубы. Челюсть тоже. Но это в прошлом году, наверное, или весной, или фиг знает. Вот держу в руках и не понимаю, от какого зверька, животного это. Не знаю. Вот так выглядит. И он, чтобы не обманывать, это совсем другое место. Совсем другое. А то место было возле такого пустыря. А здесь такого нету пустыря. Это совсем другое. Вот такой сосняк. Пиздец, блядь. Вот это да. Значит, видно, видимо, он тоже зарывал там, спрятал, потом уже вон объедки еще. Вон она косточки. Вон. Но челюсть, видно, не может грызть и оставляет. Объедка тоже. Вон. Но это, вот смотрите, широкие какие они. Где-то сантиметров 4 шириной кость. 4-5 сантиметров. И как выглядит, вон такие зубы. Шатаются даже. Конечно, не вытащить, наверное. Шатаются, но не вытащить. А вон он, выпал один. Вот такие корни, зуб. Вот такие дела. За этот сезон второй случай. Сожрал медведь. Я не знаю кого они жуют. Короче, убивают друг друга, кто сильнее. Может, теленок какой, может еще. Так, это уже шерсть я вижу. Это, наверное, олень, может. Что-то белый шерсть. Белый шерсть, наверное, думаю, это олень. Не у лося, а у оленя. Вон он. О. Шерсть белая. Ну, у лося тоже как бы есть места такие, где белые, но вон он. В основном белый. Да, это олень, ребят. У лося чуть-чуть другие. Это похоже олень. Ну-ка. Там еще вон кость какая-то. Но это в первом случае там шерсти ничего не было. А здесь хоть шерсть увидели и определили, что здесь, короче, оленя он замочил. И, наверное, он как-то прячет. Потом уже запашком, когда будет, он ест, кушает. Вот так. Когда такую картину вообще свежую увидишь, не по себе становится. Вон там тоже все перерыто, все везде. Но это не свежие, это весенние или хрен его знает, когда это было дело. Пойдем, ну, короче, дальше. И так давно, сей год тоже тут ломали. Все пахнет еще. Ага. Видно, лоси тут, наверное. Я не знаю, как олени там при гоне себя ведут. Тоже бодают все подряд или же. Думаю, это лось, наверное. Не знаю. Кто-то ломает. Этот с костяшкой.
Где-то с километр уже. Как стекло, кость там, буля-голя там. Все гремит в зубах. Бесполезная косточка, Тулан. Оставляй. Как леденец у него в зубах. Хайда молодец, Хайда хоть работает. Тулан бездельник. Очередное чаепитие. Мы на просеке. Вон зачесы, не знаю, видно нет. Вон зачесы. Тут зачес. Вот зачес. Короче, сейчас будем на восток идти. И там уже по навигатору буду ловить свой путик и газку на избу. Сегодня неблагоприятный день для нас. Ходили целый день и пустыми идем. Бывает. Что и вчера, что сегодня. Не знаю, что завтра будет. Паренек быстро уставает. Уже опять лёг. А это он ищет. Ищет за двоих, старается. Ну, хвостом виляет. А почему ищет? Потому что вон здесь боровая дичь была. Камушки, наверное, собирали тут. Сейчас чай попьем и дальше газку. Ну, я сел, хоть здесь лягу. До того устал я сегодня. Нормально. Начался дождь, ребят. Слышно? Я уже весь сырой. Куртка, пиджак, кофта. Весь сырой. За каких-то полчаса. И, наверное, сутки будет так лить. Вообще хреновая погода. Не зря вчера такое ветрище было. К дождю. Я уже направляюсь к избушке. Тут уже недалеко осталось. Короче, дошли. Ну и погодка, блин. Доедаю вчерашний макарон, ребят. Чуть-чуть успели, сейчас уже начнет темнеть. Проливной дождь на улице. Хорошо, что у меня в избушке заготовлены эти дрова. Сейчас затоплю печку и буду варить. Сегодня сварю из щуки, что на спиннинг поймал. Уху сварю. Для собакам сегодня будем варить. Ну, будем готовить, в общем. Вот такой поход. Аппетит у меня сейчас такой жор. Блин, проголодал. Ну, как сказать, хочется покушать. Аккумулятор, между прочим, ну так, меньше болтал и нормально все хватило. Да и в принципе там что показывать. Хреновое дело сегодня было. В такую дали ходили и 0. 1 патрон в молоко. Я, наверное, дернул. При выстреле, наверное, как-то, ну, с руки стрелял. С пешки чуть-чуть, с руки. Ну и надо было просто успокоиться мне, сесть, прижаться, на колени руки поставить, прицелиться и выстрелить. Попал, не попал. А сейчас вот думаю, что-то неправильно ты сделал или правильно. Во всем Рябчик, в общем, виноват. Встретили мы с утра Рябчика. Как друг говорит, Рябчика с утра встретишь, не подстрелишь, все, целый день прошел. Так что и начнешь верить, блин,
Во всем рябчик виноват. А хотя поспешил, наверное, я. Не знаю. Слишком близко. Даже и толком не знаю, куда прицеливаться на таком расстоянии. Я прицелился в яблочко, глухаря. Ну, примерно там, знаете, там ветки были, за ветками. Вот я видел его шею и, как сказать, шею и голову. Ориентировочно там примерно я думал, что вот там туша, и, ну, прицелился. И я не знаю, куда я выстрелил. Целый день, в общем, я думал об этом. Так не сделал, так не знаю. Почему? Шаг влево не сделал, шаг вправо не сделал. Может, как-то туловище нормально было видно. Но поспешил, одним словом, и все тут. Не наша птица. Хоть выстрел сделал. Пошумел немножко. А так, косачей видели. Видели? Ну, как сказать, я набираю, как бы ем и набираю в рот, но нормально ем, понимаете, нормально. Вот целая ложка макарон с мясом, вот так. Заталкиваешь и ешь. А вот когда, блядь, смотришь сериалы и показывают там, знаешь, вот кусок, я не знаю, там, вот этот кусок в рот возьмут и полчаса жуют, блин, полчаса жуют. Наверное, они как делают? Этот кусок, наверное, под язык ложат и так, и как будто полный рот у них там еды. Что им, этим режиссерам, жалко, что ли, накормить артиста, пусть нормально там, нормально хоть покушают по-человечески, а то или так модно есть на камеру. Есть надо, там этот, посмотришь там, вот 70-е годы, когда снимали фильмы, кефир там, нормально в рот заталкивает еду и кефиром запивает. Вот это еда была. Уф, наелся хоть. Сейчас буду свежую еду варить, свежую. И завтра, думаю, будет у меня выходной. Он наконец-то замигал красный на аккумулятор. Все, это будет хана. Сейчас выключится. Ну, я в избе сейчас пауэрбанк подключу. Как сварю, может, еще поболтаем, если что, вдруг вспомню. А в фильмах артистов надо кормить нормально. А то, блин, щепотку под язык вставляю, ложат и жуют час. Дурдом какой-то. Вкусно. Хоть холодный был, я только в путь идет. Так что в тайге аппетит такой нагуляешь. Надо домой еще позвонить, разузнать погоду на завтра. Все, короче, я сейчас буду варить. Печку затоплю и буду варить. На улице дождь идет.